Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Несмотря на неприязнь к чеченцам на генном уровне, ингуши охотно представляются чеченцами. Если в Европе они это делают, чтобы заполучить убежище там, то в регионах России зачастую ингуш представляется как чеченец, дабы унизить или очернить имя этого народа своими недостойными делами или преступлениями. Представляю вашему вниманию голосовое сообщение от осетина, где он рассказывает, как ингуши представлялись чеченцами. Но перед этим небольшая просьба поставить лайк, написать комментарий, чтобы это видео посмотрело как можно больше людей. Каждый чеченец обязан быть в курсе о происходящем. У меня знакомая, работала у нас вот на Сифтесте, больница эта ебучая. И она мне я ее давно уже не видел, это с полгода. И она мне еще тогда говорила, что у нас первое место по больным занимают именно ингуши. Хотя, говорит, там знаешь еще какая тема, если деньги ты дашь, там можно без паспорта, сделать все. И говорят, представлялись, которые без паспорта делали это все, представлялись как чеченцы, Но, говорит, она тоже нет, кого-то так знает, она живет в моем селе, а рядом с нами Карца находится, ингушами полным. Она говорит, даже, говорит, тех, которых, говорит, я в лицо знаю, с Карца, и они, говорит, тоже приходили, говорит, и, говорит, представлялись чеченцами, это, видишь, это гнилая сущность в них, блядь, от себя ссылки отводить. Если что-то плохое, они то представляются чеченцами. Если бы что-то хорошее было, то они бы, блядь, сказали, что они ингуши, блядь. Да. А что вы думаете об услышанном? Напишите в комментариях. А для тех, кто хочет поддержать нас, оформите спонсорство на наш канал. Взамен вам предлагается фирменный значок рядом с именем и некоторые эмодзи в виде национальных героев чеченского народа. Всем огромное спасибо за вашу помощь и поддержку. Пусть Всевышний вернет вам многократно.